на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Как заставить деньги работать на вас? Это умение доступно немногим. Вы можете овладеть им, став постоянным зрителем программы «Финселект». Смотрите первый выпуск 31 августа в 18:10 в эфире национального телевидения Чувашии. А самых активных зрителей ждут призы. Выборы 2021. Совместные выступления представителей политических партий, участвующих в выборах депутатов Государственного совета Чувашской Республики. Национальное телевидение Чувашии, национальная радиостанция «Таван» работает в прямом эфире. Я, Вадим Муравьев, приветствую всех гостей в этой студии, всех телезрителей и радиослушателей. Ровно через 22 дня россияне сделают свой выбор. Они выберут тех, кто займут 450 мест в российском парламенте и представителей Госсовета Республики Чувашии. Мы сегодня зададим прямые ответы и надеемся получить прямые вопросы на те жизненные запросы, которые нам диктуют современность, и я готов представить тех, кто отважился сегодня принять участие в политических дебатах сезона 2021. Итак, представитель партии «Единая Россия» Николай Владимиров. Добрый день. Партию «Новые люди» представляет Евгений Петров. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Игорь Маляков, «Справедливая Россия», патриоты за правду. Здравствуйте. И партия пенсионеров за социальную справедливость Николай Степанов. Добрый день. Четко хронометрировать выступления участников сегодняшних дебатов. Они, как и прежде, пройдут в несколько этапов. И первый из них – это приветственное слово. Я дам ровно по 1 минуте каждому из представителей политических сил, и они имеют возможность заявить о своих программах и поприветствовать тех, кто будет готов поставить галочку напротив их партии в избирательных бюллетенях 17 сентября. Кстати, единый день голосования 19-го. В этом году из-за пандемии коронавируса голосуем 3 дня. Слово. Добрый день, уважаемые телезрители. Я представляю партию «Единая Россия» в Чувашской Республике. Мы идем на выборы с народной программой на территории Чувашской Республики.
По созданию данной народной программы поступило в наше региональное отделение более 50 тысяч предложений от наших жителей республики. Это наши потенциальные избиратели, которые внесли свои предложения по различным сферам жизнедеятельности. Будь то образование, медицина, дороги, развитие села, развитие городской комфортной инфраструктуры, развитие детского спорта. Все эти предложения мы учли и возложили в документ, основной документ нашего регионального отделения партии в Чувашской республике, народную программу. Вчера на конференции мы эту программу с коллегами утвердили, и с этой народной программой мы идем в массы и будем ее вносить и рассказывать нашим избирателям, донести. Спасибо огромное. И следующие 60 секунд для приветственного слова я представляю Евгению Петрову, партия «Новые люди». Вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Я представляю новую силу в политике. Конструктивно-оппозиционная партия развития «Новые люди». Наш главный лозунг – это «Люди важнее». Народ, к сожалению, устал от постоянных проблем и снижения доходности в нашей богатой ресурсами стране. Я хочу спросить, почему постоянно растет безработица? Есть миграция населения. Почему доходы населения несравнимы с повышением цен и услуг? Почему качество услуг образования и здравоохранения не устраивает большинство людей? При этом большинство корпораций и банков отчитываются о больших прибылях. Власть ужесточает свои меры контроля и влияния на все сферы. Партия «Новые люди» знает, как решить эти проблемы. Мы пришли не с лозунгами, а с конкретными решениями. Спасибо огромное. К конкретным вещам мы еще сегодня, конечно, вернемся. Те, кто сегодня в этой студии, обязательно ответят на острые вопросы, тем более, что сама по себе специфика дебатов, политических дебатов, подразумевает, что кандидаты могут задавать друг другу вопросы, и они обязательно это сделают после того, как приветственное слово мы услышим от Игоря Малякова, партия «Справедливая Россия», патриоты за правду. Вам слово. Уважаемые избиратели, уважаемые коллеги по дебатам, наша программа всем уже известна. Она составлена Олегом Николаевым, Анатолием Аксаковым. Она называется «Стратегическая программа развития Чувашской республики до 2025 года». И тот, кто интересуется политической жизнью, с ней ознакомлен. Я бы хотел сказать о тех людях, которых я веду сейчас в Государственный совет Чувашской республики. Они здесь. Это Владислав Солдатов, это Григорий Александров, это Евгений Петров, это Матвеев Сергей, это молодые ребята, которые идут в Думу и которые идут в Государственный совет для того, чтобы взбодрить население, для того, чтобы дать ему веру в будущее. С моим другом, боевым товарищем Сергеем Павловичем Семеновым мы вносили множество законов, и это и есть наша конкретная программа, о которой я попозже расскажу. Обязательно будет конкретика. Спасибо огромное. Ну что же, и последним право обратиться к своим избирателям, их поприветствовать, получает Николай Степанов, партия пенсионеров за социальную справедливость. Ваши 60 секунд пошли. Уважаемые телезрители, я представляю партию пенсионеров за социальную справедливость. Партию пенсионеров, которая сегодня представляет интересы более 45 миллионов пенсионеров. В связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста более 17 миллионов людей предпенсионного возраста, которые сегодня брошены государством. У нашей партии есть четкая позиция, четкая программа выхода из сложившейся ситуации в нашей стране, в том числе и в нашей республике. Нельзя говорить сегодня о том, что партия пенсионеров представляет одних пенсионеров. У нас очень много молодых людей, которые прекрасно понимают, что не отстаивая сегодня интересы старшего поколения, они скоро сами окажутся в таком же положении.
Спасибо огромное. Вы закончили. Я напоминаю, что по регламенту это позволяет нам федеральное законодательство. Время, которое в конкретном таймслоте было не израсходовано кандидатами, может обнуляться, но у нас еще будет время для прямых вопросов и прямых ответов. Сейчас я попрошу мою ассистентку раздать непрозрачные конверты, в которых кандидаты увидят цифры. Под этими номерами скрывается конкретный пункт конкретной политической программы, с которой эти люди идут на выборы в Государственный совет республики. Соответственно, у всех будет ровно по 1,5 минуты времени, то есть по 90 секунд для того, чтобы рассказать о конкретном пункте своей программы. Итак, номер 1 достался представителю партии «Новые люди» Евгений Петров. Итак, не секрет, что из региона идет активный отток населения. Особенно молодые люди выезжают за пределы республики для того, чтобы искать счастье в чужих краях. Вы прекрасно знаете, что уезжают никуда, а откуда. Почему и что с этим делать? Конкретные предложения вашей партии в этом направлении. Да, партия «Новые люди» имеет конкретные предложения по этому поводу. Они заключаются в том, что сейчас идет несправедливое распределение ресурсов. То есть речь идет о том, что федеральные средства больше, чем региональные. То есть, когда регион зарабатывает деньги, 75% идет в федеральный центр, а 25% остается в регионе. Мы предлагаем поменять ситуацию, потому что люди живут на местах, люди живут и трудятся здесь, в регионах. И мы должны создать для них условия. Только тогда будут оставаться люди, работать в городах, регионах. И таким образом, когда мы поменяем эту ситуацию, не будет желания уезжать из регионов. У регионов появятся ресурсы для того, чтобы развивать инфраструктуру, чтобы развивать институты, чтобы предприятия могли работать. Кроме того, мы предлагаем поменять, реконструировать налоговую систему, убрать излишние налоги, потому что их процент сейчас составляет 46,2%. Это очень большая нагрузка. И если мы снизим, уберем НДФЛ, уберем налог на прибыль, НДС, вернее, и социальные отчисления, таким образом будем собирать только с оборота, например, 7, а потом 5%. Предприятия заживут в регионах и станет хорошо всем в регионах и в центре. Спасибо огромное. Когда станет хорошо и в регионах, и в центре, что конкретно для этого нужно сделать, мы еще сегодня поговорим. Итак, номер 2, карточка номер 2 у партии «Пенсионеров за справедливость» Николай Степанов. И вам достается вопрос о развитии сельских территорий. Вопрос номер 2 из вашей программы. Что будем делать с сельскими территориями, как будем их развивать, и когда наконец-то везде появится электричество, газ, вода и все остальные блага 21 века? А я сразу отвечу на ваш вопрос, когда появится. Появится тогда, когда правительство, государство повернется лицом к сельскому населению. Ведь не секрет, что основной поток уезжающих молодых людей – это из села. Почему? Потому что в сельской местности абсолютно отсутствуют те блага, которые люди видят в городе. Это хорошие дороги, это места для отдыха, это прекрасный интернет, о котором говорят, у нас все время скоростной интернет везде должен быть. У нас отсутствие рабочих мест в сельской местности, поэтому молодежь после окончания школы, поступив в вузы, обратно не возвращается. Они не видят перспективы. Для этого что надо делать? Мы считаем, что должна быть государственная программа развития села, где должно быть четко расписано, когда, что делается. В первую очередь дороги, качественная вода, это места для работ. Надо развивать те мелкие предприятия, особенно перерабатывающие, которые должны быть в сельской местности. Ведь у нас получается что? Производим картошку, вывозим за 9 земель для того, чтобы ее перерабатывать. Оно все должно быть на месте. Это рабочие места, это значит интерес молодым людям, тем высокооплачиваемым рабочим местам. Поэтому не без этой программы развития не будет и не будет развиваться страна, потому что... Спасибо огромное. О развитии страны, конечно же, поговорим. И третья тема из программы представителю партии «Единая Россия» Николай Владимиров. Речь пойдет о поддержке молодых семей.
Прошу, ваши 1,5 минуты. Спасибо за вопрос. Ну, конечно же, вопросами этими поддержки молодых семей партия занимается давно, и очень много предложений. В частности, начну с материнского капитала. Конечно, это хорошее подспорье для молодых семей, где рождаются дети. Не только на первого ребенка, но были предложения, которые поддержала партия в Государственной Думе и на второго при рождении третьего ребенка. Более того, на уровне правительства Чувашской Республики было принято тоже дополнительная мера, республиканский материнский капитал. Все это делалось для того, чтобы наши молодые семьи, наши молодые люди создавали семьи, рожали детей. И в основу нашей программы легло крепкая, благополучная семья. Это основа государства. И когда пришел на съезд партии «Единая Россия» наш лидер страны Владимир Владимирович Путин в Москве, я тоже на этом съезде был, и вот он выступил перед нами, перед делегатами съезда, которые представляли всю страну, и спросил, меня часто спрашивают, в чем национальная идея, но делегатов спросил. И он сказал, на мой взгляд, благополучная семья, крепкая семья российская, с 2, с 3, где 4 детей, вот основа государства, вот национальная идея. И вот этот посыл для всех нас, для партии, которая представляет конституционное большинство в Нижней палате парламента, большинство в Государственном совете, мы будем реализовывать дальше посылы для поддержки молодых семей. Спасибо огромное. И завершающий 4-й пункт программы, который мы сейчас готовы обсудить для партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», Игорь Маляков. Итак, речь о борьбе с безработицей. Ваши 1,5 минуты. Вы знаете, действительно проблема серьезная. У нас есть на территории Чувашской Республики производство прекрасное. Наша Чувашская Республика сегодня становится столицей дверного производства. Дают 30 тысяч зарплату, дают 35 тысяч зарплату. Уезжают. Выучился, уехал. Надо понимать, что мы живем в условиях буржуазных. Москва – это для нас метрополия, а вся остальная Россия – это колония, которую Москва грабит за счет несправедливого распределения ресурсов. Поэтому Олег Николаев и говорит, моя главная задача сделать так, чтобы молодые люди оставались в Чувашии, а для этого сейчас не только материальные ресурсы необходимо задействовать, и надо сказать спасибо властям нашей республики сейчас, что они на духовность делают опору. В частности, защита сурского рубежа. Разве это не прекрасно? И в чувашском народе, в отличие, извините меня, Нижегородской области, сегодня люди возвращаются все-таки сюда. Они деньги везут, они строят дома. Посмотрите, какие прекрасные дома в чувашской деревне. И в Нижегородскую поедете область, там все развалено. Поэтому вот это, именно чувашское, национальное, необходимо поддерживать, чтобы не только рубль стоял в глазах у молодого человека, как его хотят воспитать, и специально воспитывают, чтобы он поскорее вымер, а и национальное, и культурное, и целый комплекс проблем. Только в этом случае мы возродим Чувашию. Спасибо огромное. Ну что же, мы продолжаем политические дебаты. В этой студии кандидаты в Госсовет Чувашской Республики. И наш формат нам позволяет выделить 6 минут на общую дискуссию, потому что, конечно же, избиратели хотят получить конкретные ответы на конкретные вопросы. Сегодняшняя риторика меня некоторым образом, как думаю, что и тех, кто нас слушает по радио, смотрит по телевизору, смущает, потому что действительно вот эти лозунги «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», они, в общем, понятны. Прозвучало, нужно сделать, чтобы в деревне было жить хорошо, нужно, чтобы люди сюда возвращались. Давайте поступим вот таким образом. В порядке, который был определен жребием в Центр избиркоме республики, я попрошу вас ответить на простой вопрос. Вот 3 пункта. Да, начнем с «Единой России». Николай Владимиров. Что нужно сделать, чтобы молодой человек, получив образование вне Чувашской республики, принял для себя решение сюда вернуться? Не гипотетически, что должно быть хорошо, должны быть теплые туалеты, высокоскоростной интернет и урожай картошки, а конкретные предложения вашей политической силы. Их ровно 3 от вас.
По возвращению молодежи? Да. То есть, ну, самое главное, наверное, тут надо узнать, вообще он родом. Малая родина Чувашская республика, либо не Чувашская республика. Если малая родина Чувашская республика, то, конечно же, то есть надо создать все условия для того, чтобы он вернулся. Если же он не родился в нашем регионе... А условия это какие? Вот охота конкретики. Какие условия? Условия. Хорошие рабочие места с достойной зарплатой. То есть, да, современные предприятия с хорошей зарплатой, с доступной, комфортной средой. То есть, да, с инфраструктурой. Чтобы работали школы, садики, больницы, лечебные учреждения. Нужна инфраструктура. То есть, для молодых людей что нужно? Чтобы была достойная зарплата. Это прежде всего создать свой уголок, купить квартиру. По льготной ипотеке можно купить квартиру сейчас. Есть такие предложения, да? То есть, такая программа тоже была и на территории Чувашской республики была реализована. Должна быть инфраструктура в виде садиков, детских садов и лечебных учреждений. Все должно быть рядом. Общественное пространство нужно создавать не только в столице Чувашской республики, но и... Вы готовы это делать? Мы и делаем. Мы и в малых городах создаем, и на селе мы создаем условия для того, чтобы жители сельской местности остались. Мы приравниваем условия городские, уровень жизни, как и на селе. И очень много вливаний. Новые люди. Евгений Петров, вы согласны? И достаточно ли того, что неплохо было бы, если бы? Вы согласны, ваша партия? Ну, смотрите, рабочие места сами собой не растут. Их надо создавать. Для этого нужно вкладываться в регионы. И, как я уже говорил, нужно перераспределить систему, когда федеральный центр получает больше, а регионы меньше. Это с одной стороны, что даст регионам возможность инвестировать в инфраструктуру, привлекать инвестиции в города и села региона. Это один момент. Затем нужно, чтобы в регионах развивались некие институты развития, институты, было бы где учиться и учиться качественно. Для этого нужно привести к федеральным расценкам, соответственно, оклады работников медицины, образования. Почему человек, который учит в Чебоксарах, профессор, там, учитель, получает меньше? То есть вопрос зарплат. Понятно, ваша позиция. Вы согласны, что исключительно деньги могут молодого человека, да, ну тем более, что понятие «молодой человек» у нас сейчас такое размытое, в 35 лет, когда Пушкин умер в 33, в общем, в 35 еще молодой. Вы согласны, что исключительно деньги могут вернуть молодежь в республику? Партия «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», Игорь Маляков. К сожалению, не только деньги, но и порядок. Вот здесь один из представителей правящей партии рассуждал о комфортных условиях. Какие могут быть конкретные условия в Чебоксарах, если ваш представитель в конце декабря 2019 года, Ладыков, подписывает распоряжение и уничтожает практически все детские библиотеки в городе? Прокуратура вмешивается, вносит протесты. Но никто не отменяет это постановление, его только приостанавливают. И только сейчас, после вмешательства моего, прежде всего, сейчас, «Справедливой России». Секунду, ситуации партия власти готова ответить. Поскольку у нас дебаты, конечно же, надо право дать ответить. Не совсем так, Игорь Юрьевич здесь заблуждается, я думаю, немножко даже лукавит. Я не заблуждаюсь, я вчера там был, библиотеки не закрывали, мы открываем. Поэтому вот эти сладкие разговоры... Мы открыли даже современные... Подождите, секунду дадим ответить. Ну, нельзя говорить о том, что библиотеки в городе Чебоксары закрываются, да? То есть прекрасную современную библиотеку мы открыли именно Чаплина, на улице Университетской. Кто-нибудь там был? Вот зайдите, Игорь Юрьевич, и посмотрите. Это современная, на высоком уровне библиотека. Мы эти модульные библиотеки создаем и расширяем этих спектров услуг. И не только в городе, но и в республике. А вы сходите на Мичмана есть партийный проект. Спасибо, этот момент понятен. Партия пенсионеров за социальную справедливость. Николай Степанов. Николай Алексеевич, вы были в библиотеке в Чаплине? Секунду, господа, секунду. Вы согласны, что если в Чебоксарах, городе трудовой доблести, появится новая библиотека, то молодой человек из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Новосибирска, где живет полтора миллиона человек, купит билет и вернется в Чебоксары, если будет библиотека? А вы знаете, то, что вот мои коллеги здесь высказывали, по некоторым позициям я с ними согласен. Но в первую очередь, если молодой человек хочет приехать в Чебоксары, он должен любиться молодой девушкой из Чебоксар. Или наоборот. Так. Тогда он обязательно приедет. И он не посмотрит, какие здесь условия. Он будет добиваться, чтобы эти условия были. Но я абсолютно... Ну, то есть милым рай в шалаше. Все правильно. Я абсолютно согласен еще и в другом.
другом, что, конечно, для молодого человека, для молодой семьи здесь должны быть условия. Мы говорим, должны быть условия. Условия это что? Ну, понятно, что на улицах люди не валяются на тротуаре. Это видно, да? Достаточно выйти из этой студии. А какие условия? Первое. Что такое условия конкретно? Первое – это работа, которая ему нравится. Зачастую даже не за большую зарплату. Но зарплата есть, конечно, основа. Второе. Я уже говорил, что молодой человек, если он приезжает, он должен быть уверен, что он получит жилье. Это хотя бы социальное жилье, которое должен строить государство и должен выдавать молодым людям, так сказать, на условиях наема. Третье. Это, значит, те условия культурные, безопасность, которая должен быть в нашем городе. Тогда молодые люди, они приедут. Хорошо, а кто из вас готов, избравшись в Государственный совет республики, организовывать те рабочие места, ту работу, которая будет интересна вот тем молодым людям, которые стоят у вас за спиной? Как сделать? Есть идеи партии «Единая Россия»? Коротко, прям по 10 секунд. Ну, конечно же, это же комплексный подход. Не избравшись депутатом Госсовета, не скажешь, не создашь сразу рабочее место, да, высокооплачиваемое. Надо комплексно подходить. Стратегия экономического развития есть, да, республики. Она принята нашей главой Чувашской республики Олегом Алексеевичем при поддержке тоже, да, Высшего экономического совета, общественность, директора крупных предприятий вносили свои предложения. Эта программа принята, и она будет реализована. И для того, чтобы она была реализована, нужно достойных депутатов в Государственном совете поддержать. Слышали, партия «Новые люди», Евгений Петров, вы готовы создавать те рабочие места, которые не просто заинтересуют молодых людей, потому что там хорошо платят, а потому что будет интересно. Вы готовы к этому? Да, конечно. Мы за то, чтобы создавать эти рабочие места и создавать инфраструктуру, инвестиционную привлекательность в регионе, благодаря ресурсам, которые мы можем привлечь в регион. И тогда новые инвесторы, новые предприятия будут активно развиваться, благодаря в том числе и правильной налоговой политике государства. Спасибо. «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», Игорь Маляков. Ну, спасибо, что другие партии признают заслугу «Справедливой России». Она разработала стратегическую программу. Николаев, Аксаков. Но я хочу сказать следующее. Высший экономический совет возглавляет Аксаков. Возглавляет Аксаков член нашей партии. Он его создал. Те, кто примкнули, молодцы, не к ним. Ваша позиция понятна. Продолжаем в том же направлении. Партия пенсионеров за социальную инициативу, Николай Степанов. Николай Алексеевич, ваша партия, избравшись в Госсовет, готова создавать те самые рабочие места, которые будут интересны? Да, мы готовы. Но у меня вопрос. Той действующей власти, имеется в виду состав Государственного совета, как сказал мой коллега, что большинство там единороссы в Госдуме, Госсовете. Почему же они все 5 лет, все это, о чем мы говорим, не создавали? Что им мешало? Ну что им мешало? Создавать... 4-й раз народную программу они создают. Это смех свинячий, понимаете? Можно я закончу? Вот это же ужас. Да, пожалуйста. Вместо меня. Секунду. Николай Владимиров. Политические партии всегда любят критиковать. Но они, наверное, имеют на это право, да, место быть. Но мы можем ответственно заявить, когда мы идем на выборы, поднимите 5-летнюю нашу программу и посмотрите за 5 лет, что сделано. То, что мы обещали, мы сделали. Мы обещали построить школы, мы построили. Мы обещали строить детские сады. ФОКи обещали построить, стадионы. Да, и они стоят. Обещали отремонтировать дороги. Мы это делали. Игорь Юрьевич. Да, по каким-то моментам мы, может быть, не доработали. Но это жизнь, понимаете, да. И когда мы сейчас принимаем народную программу, более того, на съезде также было озвучено, мы и каждый год будем отчитываться дополнительно то, что сделано. Избиратель будет проверять. То есть и нам не стыдно идти, за нами реальные дела. А вы готовы принимать вот те условия, которые предлагает партия? Секунду. Я на самом деле считаю, что индикаторами качества работы служат те показатели, о которых я говорил. Уровень жизни, доходы, смертность, рождаемость. И поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что за последние 4 года все эти показатели снижаются. Поэтому нужны новые силы и новые люди действия. И буквально по 10 секунд сейчас у каждого, чтобы ответить на вопрос, что вы сделаете в Госсовете. 10 секунд. Вот раз, два, три. Начинаем с партии пенсионеров за социальную справедливость. Николай Степанов, 10 секунд у вас. Что мы делаем? Да. Мы будем принимать те программы, которые как раз нужны для людей.
Спасибо. И будем контролировать. «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», Игорь Маляков, 10 секунд. Что вы будете там делать? Наша молодая команда покажет, что она будет делать. Прежде всего, в сфере борьбы с коррупцией и болтовней. Спасибо. Новые люди. Евгений Петров, 10 секунд. Хотели поменять систему выборов, и чтобы люди участвовали в сообществе в выборах, и дать инвестиционную привлекательность регионам. Спасибо. И «Единая Россия», Николай Владимиров. Мы будем реализовывать свою народную программу, которую приняли по предложениям избирателей Чувашской Республики. Это благополучие семьи, комфортное проживание и приоритетное развитие Чувашской Республики. Спасибо. Ну что же, и теперь в конце этой сессии, буквально в 14 часов по чебоксарскому времени, будет вторая сессия дебатов избирательной гонки 2021. Но сейчас я дам по 1 минуте каждому из кандидатов в Государственный совет республики, чтобы они могли обратиться к своим избирателям. Начинаем согласно той жеребьевке, которая была проведена в Центре избиркоме республики. «Единая Россия», Николай Владимиров, ваша минута, чтобы обратиться к вашим избирателям. Уважаемые жители Чувашской Республики, я призываю вас прийти на выборы 19 сентября, трехдневное голосование, 17-18 сентября пройдут выборы, двухуровневые в Государственную Думу, Федеральное собрание Российской Федерации, в Государственный совет Чувашской Республики. Поддержать наших кандидатов, достойных кандидатов. Надо смотреть, кто за ними стоит, какие реальные дела стоят за нашими кандидатами. Поддержать вашу же народную программу, которая сформирована по вашим предложениям. По всей стране для принятия народной программы российского масштаба мы собирали более 2 миллионов предложений. Только по Чувашской Республике мы собрали более 50 тысяч предложений от наших жителей, которые охватывают различные сферы. Но в основу нашей народной программы легло, это, я еще раз повторюсь, благополучная, крепкая семья, комфортное проживание на территории Чувашской Республики и приоритетное развитие республики. Только командной работой можно достичь тех результатов и реализации нашей народной программы, которую приняла партия «Единая Россия». Приходите на выборы. Спасибо. Слово и 1 минута эфирного времени партии «Новые люди». Евгений Петров. Время пошло. Уважаемые избиратели, сила новых людей в тех людях действия, которые пришли в партию, и те сообщества, которые дали предложения для того, чтобы Россия развивалась. Предложения, они комплексные и касаются всех сфер жизни. И экономики, и социальной политики, и пенсий. Вы можете познакомиться с этими предложениями и нашей комплексной программой, забив в поисковике «Программа новых людей». И я вас уверяю, что эти программные действия очень конкретные, и они ведут к благополучию человека, благополучию страны, регионов. Мы хотим реально изменить ситуацию. С нами молодежь, которая энергична. С нами наставники, опытные люди, которые мудры и знают, куда идти. Новые люди, новая партия, новая политика. Номер 4 в федеральном списке, номер 3 выборов в Госсовет. Спасибо огромное. И к своим избирателям готов обратиться Игорь Маляков, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Ваша минута пошла. Уважаемые избиратели, я глубоко уверен и надеюсь на ваш разум. В результате в Государственном совете Чувашской Республики будет большая, молодая, боевая фракция «Справедливой России», которая займется непосредственно конкретными делами каждого, пусть даже маленького избирателя. Но огромная проблема стоит перед Чувашской Республикой. Что делать с 700 садово-огородными товарищами, которые здесь у нас расположены? Мы с Сергеем Павловичем Семеновым еще в 2014 году внесли закон, и партия большинства отвергла его, им это не надо. Сегодня сельский человек, который трудится на садово-огородном участке, он не может туда проехать, высокие тарифы на проезд. Он не лишен нормальных дорог, водоснабжения, водоотведения. Садоводы-огородники, если вы нас поддержите, то мы поддержим вас конкретно. Спасибо огромное. И 60 секунд на то, чтобы обратиться к своим избирателям, есть у партии пенсионеров за социальную справедливость. Николай Степанов, вам слово. Уважаемые избиратели, мы с вами прожили 5 лет, когда нами руководили, принимали законы наши 4 парламентские партии во главе «Единой России». Посмотрите, как мы живем за последние 5 лет.
нам повысили пенсионный возраст, нам индексацию работающим пенсионерам не дают. Говорят, что если пенсионер пошел работать, значит, он может работать. У нас сегодня до сих пор существует повышение пенсии или отмена понижающего коэффициента военным пенсионерам. У нас таких запретов, которые нам принимала Государственная Дума, море, она мешает жить. Если партия пенсионеров будет в Госсовете, Госдуме, мы все это изменим. Мы за правду, за людей. Спасибо огромное. Ну что же, наше эфирное время сейчас подошло к концу. Я благодарю всех кандидатов в депутаты Государственного совета Чувашской республики. Ровно через 22 дня у всех нас появится возможность реализовать свое конституционное право. Не только избирать, но и быть избранными. Еще есть время, чтобы определиться. Вы услышали высказывания кандидатов, вы услышали подробности их политических программ. Что же, осталось просто сделать свой выбор. 17 сентября на выборах в Государственный совет Чувашской республики. Мы с вами увидимся уже через 27 минут в прямом эфире на национальном телевидении Чувашии. Также нас слышно в эфире радиостанций «Таван» и «Национальное радио». До встречи. 19 сентября 2021 года выборы депутатов Государственного совета Чувашской республики. Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр физической культуры и спорта Чувашской республики Василий Петров. Василий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Василий Владимирович, завершилась Олимпиада в Токио. За сборную команду России, точнее говоря, за объединенную команду России